Взаимодействие Юго-Остинского государственного университета с вузами Российской Федерации и ближнего зарубежья происходит по разным сферам и направлениям. Представители Уральского государственного экономического университета посетили Юго-Остинский государственный университет. В ходе рабочей встречи у ректора ЮГУ Вадима Тедеева гостям было рассказано об основных вехах в истории Юго-Остинского вуза и его современных возможностях. Уважаемые гости, коллеги, рад вас приветствовать в стенах Юго-Остинского государственного университета. Ваш приезд для нас важен, так как сотрудничество ученых Российской Федерации и Южной Осетии для нас актуально и важно. Юго-Остинский государственный университет уделяет огромное внимание международной деятельности. Что касается вашего приезда, то прекрасный проект, прекрасная программа РФФИ Южная Осетия. И благодаря этому проекту сегодня наши ученые еще более тесно начали сотрудничать с учеными Российской Федерации. Как минимум за 2 года более 20 групп ученых наших и российских сотрудничают по таким направлениям, как химия, психология, русская филология, педагогика, иностранные языки. На будущий год, если мы запланируем конференцию, чтобы она прошла более масштабно. То есть сейчас масштабы были университетские, а можно даже еще и республиканского уровня, потому что заинтересованность в этой тематике, она большая. Наши преподаватели, те, которые даже не участвуют в гранте, они подготовили доклады, они очень хорошо проанализировали ситуацию действующую, а для нашего молодого государства это является архиважным для поднятия экономики. Вадим Батазович, огромное спасибо вам и вашей команде за такой теплый прием. Также от имени Уральского государственного экономического университета хотим выразить большой интерес к вузу и желание сотрудничать. Наш университет на территории уже Уральского федерального округа занимает одну из лидирующих позиций. Если смотреть по учебному направлению, то это, надо сказать, о том, что открываются новые специальности. Понятно, экономический университет – это экономика. У нас 3 уровня – это и бакалавриат, и магистратура. В этом году по экономике и специалитет мы уже подали документы на лицензирование. Много в университете работают экспертов. Это тоже позволяет нам, скажем так, держать руку на пульсе, то, что меняется от учредителя, от Роспотребнадзора. Здесь мы тоже внедряем передовые технологии в рамках непосредственно совершенствования учебного процесса. Не только экономикой, мы здесь, у нас и традиционно уже более 30 лет и технологии питания, и информационные технологии очень активно сейчас развиваются, открываем новые также специальности. По научной части здесь мы имеем самое такое главное ценность и показатели, это 4 дисциплинарных совета. Ребятам, которые защищались в наших советах, говорит о качестве работы коллектива. Здесь мы тоже получаем достаточно большой объем запросов по отзывам от ВАК, по рассмотрению дел по лишению степеней. И этот объем только увеличивается, опять же, показывает то, что у нас сильный коллектив, эксперты. Международная научно-практическая конференция «Формирование финансово-инвестиционного механизма поддержки субъектов малого предпринимательства в условиях становления молодого государства» с участием ученых Юго-Остинского государственного университета и Уральского государственного экономического университета организована на площадке Юго-Остинского вуза. Конференция состоялась благодаря реализации гранта Российского фонда фундаментальных исследований РФФИ. Модератором конференции выступила профессор Жанна Кочиева, обозначившая, что тема исследования является актуальной на сегодняшний день и в то же время сложной и важной для изучения. В сегодняшней конференции участвуют преподаватели практики, ученые Российской Федерации и Республики Южная Осетия. Думаю, что тема и сложность проблемы, которая поставлена, и состав участников вполне соответствует, потому что мы будем обсуждать довольно амбициозную тему. Все прекрасно понимают, какую огромную роль играет для экономики страны развитие малого предпринимательства. Зарубежные и российские исследователи на различных этапах экономического развития повышенное внимание уделяли вопросам создания и функционирования предпринимательства. Повышение его конкурентоспособности, совершенствованию системы государственной поддержки предпринимательской деятельности. Для молодого государства Республики Южная Осетия, государства Алания,
данная тема, конечно же, является актуальной. Ректор ЮГУ Вадим Тедеев в своей приветственной речи отметил плодотворное и тесное сотрудничество ученых Южной Осетии и России. Мы уделяем огромное внимание международной деятельности, в частности, межвузовскому сотрудничеству с Российской Федерацией. Стали проявлять взаимный интерес друг к другу ученые России и Южной Осетии, в том числе в рамках проекта РФФИ Южная Осетия. На сегодня можно сказать, что более 20 научных групп ученых, которые работают в этом направлении по разным специальностям. Хочу пожелать участникам сегодняшнего мероприятия удачи. Я уверен, что все научные доклады, которые обозначены в программе, они будут на должном уровне. Обсуждение важнейших задач и проблем, стоящих перед малым и средним предпринимательством, правовые аспекты и перспективы развития бизнеса, оценка эффективности расходов на поддержку малого предпринимательства, ключевые вопросы, вынесенные на конференцию. С докладом «Эволюция источников финансирования малых и средних предприятий в условиях становления молодого государства» выступила кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов, денежного обращения и кредита УрГУ Екатерина Шейна. Эволюционность инвестиционного процесса малых и средних предприятий предопределила необходимость разработки классификации источников финансирования в контексте изменения финансовых потребностей участников, факторов времени, трансформации методов финансирования, обусловленных переориентацией государства в направлении развития малого и среднего предпринимательства. Мной были разработаны 5 классификаций источников финансирования. Суть какая? В эволюционном порядке. Традиционные источники финансирования устойчивого развития, социально ориентированные, альтернативные и антикризисные. В каждой классификации источников финансирования одним из критериев основополагающим является методы финансирования. Поэтому методы финансирования также распределены по данным направлениям. В экономике страны развитие малого предпринимательства играет важную роль. Кандидат экономических наук, профессор кафедры экономика и предпринимательства ЮГУ Илкан Харебов в своем докладе «Финансовая поддержка малых форм хозяйствования в аграрном секторе» рассмотрел вопросы развития малого и среднего предпринимательства в условиях Южной Осетии. В первую очередь следует сказать о том, что когда мы говорим об агропромышленном комплексе Республики Южная Осетия, то в первую очередь речь пойдет именно о малых формах. Потому что именно в основном они у нас и представлены как крестьянские фермерские хозяйства, личные подсобные хозяйства, как субъекты малого предпринимательства. Потому что, к сожалению, после распада Советского Союза крупные хозяйственные формирования у нас перестали существовать. Агропромышленный комплекс обоснованно считается одним из наиболее важных стратегических направлений развития экономики Южной Осетии, потому что природно-климатические условия, отсутствие вредных производств, они дают все возможности для производства сельхозпродукции, в том числе и экологически и чистой продукции, которая есть. Кроме того, отрасль она носит стратегический характер по той причине, что должна обеспечивать в перспективе продовольственную безопасность. И еще один такой немаловажный факт, который влияет на важность отрасли, это близость к большому рынку сбыта в виде рынка Российской Федерации. Но опять же, оговорюсь, прежде чем говорить о внешних рынках сбыта, первейшая задача – это обеспечение продовольственной безопасности. Руководитель проекта, кандидат экономических наук, доцент кафедры конкурентного права и антимонопольного регулирования УрГУ Андрей Паюсов ознакомил участников конференции с идеей сотрудничества с югоостинскими коллегами в рамках гранта, а также поиском возможностей малого предпринимательства для последующего устойчивого развития экономики в различных отраслях, на примере Российской Федерации и дальнейшего применения их в Южной Осетии. Российская Федерация все-таки уступает большинству стран с развитой рыночной экономикой по количественным и по качественным показателям развития малого предпринимательства. Точно такая же проблема существует и у молодых государств, о чем коллеги из Южной Осетии уже не раз нам на этой конференции сказали. В условиях становления молодого государства, конечно же, незамедлительного решения требует проблема обеспечения доступности источников финансирования. Наши исследования, которые мы ведем в рамках гранта, то есть взаимосвязывает эффективность мер финансовой поддержки субъектов малого предпринимательства, реализуемых через как раз финансово-инвестиционный механизм в условиях становления молодого государства, и выхода на траекторию устойчивого экономического роста. И как раз наши темы исследования в связи с этим являются очень актуальными. Преподаватель кафедры экономика и предпринимательства ЮГУ Игорь Беппи выступил с докладом «Оценка эффективности стратегии предприятий РЮО». Выступающие на конференции подробно и аргументированно рассматривали поднимаемые вопросы и предлагали пути решения проблемных вопросов.
Приоритетные задачи, которые стоят перед государством в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства и варианты создания благоприятных условий для развития предприятий рассмотрела заведующая кафедрой финансы и кредит ЮОГУ Фатима Джиоева. Экономико-правовые аспекты развития малого предпринимательства изучила и вынесла на конференцию заведующая кафедрой экономика и предпринимательства ЮОГУ Жанна Кочиева. Екатерина Шейна от имени участников конференции со стороны Уральского государственного экономического университета выразила благодарность ректору ЮОГУ Вадиму Тедееву за возможность участия и проведения конференции на площадке Югостинского вуза, а также коллег, участников мероприятия. В завершении мероприятия было отмечено, что все доклады и выступления будут изданы отдельным сборником. Участникам конференции были вручены сертификаты. Ученым была организована экскурсия по университетскому кампусу, посетили и музейный комплекс ЮОГУ. Мне, как участнику конференции и участнику состава гранта, было очень интересно как выступить с докладом, так и послушать доклады других коллег. Особенно заинтересовали доклады с осетинской стороны, да, так как мы поняли, услышали о проблемах малого и среднего бизнеса, и это учтем в наших дальнейших исследованиях, как раз в разработке рекомендаций по итогам работы нашего гранта. С удовольствием откликнулись и приехали в Южную Осетию. Мероприятие прошло, на наш взгляд, плодотворно. Нам есть чем поделиться с профессорско-преподавательским составом вашего университета, со студентами. И мы считаем, что данный обмен опытом, как и в научной сфере, так и академической, он очень важен для обеих сторон. Приятно удивлены тем размахом, который у вас есть, и в том числе в рамках материально-технической базы.